Эти студентки 2 недели находились на карантине в специальных боксированных палатах Беловодской территориальной больницы. После прохождения всех соответствующих тестов их выписали, они здоровы. Родители отнеслись к ситуации с пониманием и благодарны властям за проделанную работу. Биздин өкмөтүбүзгө биринчиден чоң рахмат деп ата-энелердин атынан рахмат айтып коюшум керек. Мы очень благодарны представителям МИДа. Ребята из посольства в Урумчи очень помогли. Они поддерживали наших детей, посодействовали их возвращению на родину. Вот это и есть патриотизм, я считаю. Еще хочется сказать представителям Минздрава большое спасибо. В больнице о девочках хорошо заботились. После выписки помогли всем добраться до дома. От имени всех родителей еще раз хочу выразить благодарность нашему государству за оперативность и заботу. 13 февраля из города Урумчи прибыло 40 студентов. Девушек поместили в карантин в территориальную больницу, юношей в военный госпиталь села Бешкунгей. Студенты 2 недели находились под наблюдением. Их дважды проверяли на наличие симптомов коронавируса. Результаты анализов отрицательные. И по решению консультативной экспертной комиссии Минздрава сегодня их выписали и передали родителям. По словам самих студентов, чувствуют они себя хорошо. Пока находились на карантине, им постоянно измеряли температуру, брали анализы. Условия в медучреждениях были хорошими. Сейчас они продолжают учебу дистанционно. У нас сейчас идет учеба, то есть онлайн. Наши учителя в Китае могут нам через прямую трансляцию вести урок, а мы можем через ноутбук, либо же через телефон в прямой трансляции с ними одновременно вести урок, то есть участвовать в уроках. Вот. Наше Министерство иностранных дел сообщает, что МИД и диппредставительства страны в КНР, Республике Корея, Иране, Японии и Швейцарии, к которому относится консульский округ Италия, в оперативном и круглосуточном режиме принимают обращения наших граждан. Более подробную информацию можно получить на сайте министерства mfa.gov.kg. Наши консулы, наши сотрудники этих посольств находятся на круглосуточной связи с нашими гражданами, которые пребывают на территории этих государств. Оказывается вся необходимая помощь, начиная от консультативной, также проводится и финансовая помощь в случае необходимости, в случае нахождения наших граждан в трудной ситуации. Кроме этого, ситуацию с коронавирусом обсудили и на заседании Джогорку Кеңеша. Представители правительства ответили на вопросы депутатов. Мы, как депутаты, как вы видите, тоже подвержены фейковым новостям. Поэтому я рекомендую правительству давать больше официальной информации. Министр здравоохранения сообщил о раздельных условиях карантина для иностранцев с подозрением на вирус и для наших граждан. Конечно, там нет гостиничных условий, приспосабливаем для этого казармы. А для наших граждан мы освободили специальные палаты в инфекционных отделениях. Космосбек Сариевич, я вас прошу предпринять меры по пресечению распространения неверной информации. Вот, например, в Джумгальском районе люди возмущаются тем, что привезли туда китайцев. Если не вы сами, то хотя бы замов или главврачей отвезите туда, чтобы успокоить людей. Вице-премьер-министр Алтынай Умурбекова рассказала о том, какие меры безопасности принимаются в приграничных районах и на КПП границ. На санитарно-контрольных пунктах постоянно находится 40 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и 22 единицы спецтехники, 56 сотрудников Министерства внутренних дел и 5 единиц спецтехники. Круглосуточно дежурят 100 сотрудников Министерства здравоохранения и 7 единиц спецтехники. Нурбек Иманов, Тариэль Чунгулов, Азамат Кадыр Токтоев, Алато 24.